Сегодня в выпуске. Профилактические визиты. Сотрудники 2 ведомств проверяют семьи. За запись комментарий к публикации ухтинский студент выслушал приговор. Сооруди свою скульптуру. В Ухте стартует прием заявок на 2-й снежный фестиваль. И 70 спортсменов на водном в ухтинском поселке прошло первенство по тэквондо. Подробности прямо сейчас. В Ухте проводятся профилактические межведомственные рейды по семьям, в которых родители имеют отсрочку наказания по решениям суда. В таких семьях родители, как правило, мамы, воспитывают детей в возрасте до 14 лет. Визиты правоохранители проводят без предупреждения, чтобы проверить, как семьи живут в этот период, имеют ли дети комфортные бытовые условия и какие у них взаимоотношения с родителями. Таких семей в Ухте на данный момент 5. То есть, получается, мы проверяем их по месту жительства, проводим профилактические беседы о том, что недопустимо повторное совершение преступлений, административных правонарушений. Также разъясняем им, что необходимо надлежащим образом исполнять свои родительские обязанности в отношении несовершеннолетних детей, а также проверяем, исполняются ли ограничения, наложенные судом ими, если таковые имеются. Как отмечает инспектор по делам несовершеннолетних, эти рейды необходимы, так как стимулируют родителей, которые находятся на отсрочке наказания, держать дисциплину и поддерживать жизнь семьи в нормальном ключе. Также межведомственные рейды проходят и по адресам несовершеннолетних, которые находятся под домашним арестом. Сейчас в муниципалитете таких 7, большинство из них привлечены к ответственности за уголовные дела, связанные с наркотиками. Верховный суд Республики Коми осудил студента УГТУ за публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми. Установлено, что в декабре 2020 года, будучи несовершеннолетним, молодой человек опубликовал в социальной сети открытую для других пользователей запись комментарий к публикации, в которой призывал к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, роду деятельности и расе. В судебном заседании молодой человек не оспаривал причастность к публикации, но утверждал, что это была шутка. Однако суд доказал, что студенту импонировала идеология фашизма. Суд учел смягчающие обстоятельства несовершеннолетия, способствование следствию, принесение публичных извинений через газету. Наказание назначено в виде 1 года лишения свободы условно, а также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением и обращением иных материалов в интернете, также на 1 год. Приговор в законную силу не вступил. В Ухте стартовал прием заявок на участие в фестивале «В гостях у сказки». Он пройдет в Ухтинском детском парке уже 2-й раз. Этот оригинальный праздник станет прекрасной возможностью провести время со своими близкими и разгрузиться от рутинных дел и гнетущих новостей. Задача простая и веселая – сделать своими руками снежную скульптуру. Мотивами работ могут стать тема сказок, национальный колорит, а также довольно обширная номинация «Фантазия». Организатором и идейным вдохновителем этого чудесного объединяющего проекта стал Сергей Брусенский, автор «Лесной сказки» в том же детском парке. Именно он подарил горожанам избушки, деревянные качели и много других объектов, выполненных в технике художественной резьбы по дереву. Как заявляет автор, оргкомитет уже назначил дату. Ориентировались по прогнозу погоды. Какая температура нужна? Чтобы, наверное, был 0 и выше, чтобы снег мог лепиться, могли со снегом работать наши скульпторы. Вот, и по предварительному прогнозу ориентировочно будет начало фестиваля 18 марта в пятницу с 17 часов. А первый день начала работы, 2-й день это будет суббота, 19 марта в 10 часов начала работы. И 3-й день воскресенье в 10 часов начало работ, изготовления скульптур.
Закончится фестиваль концертной программой. Она стартует 20 марта в 12:00. Ну и, разумеется, награждением самых творческих команд. Призы им обеспечены. Только для участия в конкурсе не забудьте подать заявку. Всю информацию вы можете узнать в паблике ВКонтакте «Фестиваль снежных скульптур в гостях у сказки». Ссылка на ваших экранах. В заявке нужно указать состав команды, самый простой схематичный эскиз фигуры и ее краткое описание. Главное правило при формировании команды – не более 6 участников в одной группе. Также к участию приглашаются свободные художники, индивидуальные авторы. В поселке Водный прошел турнир по тэквондо. Первенство муниципалитета тут проводят традиционно. Руководитель Воднинского спорткомплекса «Спарта» Евгений Карпаев, который еще и является председателем Федерации тэквондо в Ухте, имеет 4-й дан, отмечает, что на Водном популяризацией этого молодого и красивого вида спорта занимаются порядка 2 десятилетий. За это время вырастили не одно поколение спортсменов, которые выходили в том числе не только на федеральный уровень, но и на чемпионаты Европы и мира. Молодых тэквондистов тут продолжают растить активно. На соревнования в этот раз собралось около 70 спортсменов. Это Ухта, Сосногорский, конечно же, представители, которые занимаются на базе Воднинской «Спарты». Красивые, амплитудные, многоударные ногами. То есть это то, что всегда дает хорошую картинку соревнованиям. Динамичный, молодой, основная цель – пропаганда таэквондо, здоровый образ жизни и проверка новичков, чтобы они могли себя опробовать, какие-то бои набрать перед более серьезными соревнованиями. По результатам минувшего первенства на своей площадке воднинцы взяли 15 золотых медалей, 10 первых мест у Сосногорска, 4 Ухты. Сейчас спортсмены будут готовиться к муниципальным соревнованиям по кикбоксингу. Этот вид спорта секции тэквондо также практикуют. А еще в планах у тэквондистов Водного выезд на состязания Центрального федерального округа, чтобы повысить спортивные разряды, а также получить статус кандидата в мастера спорта.